Кыргызстан начал активно закупать турецкие военные беспилотники. На вооружении пограничной службы страны уже состоят дроны Байрактар TB2, а в ближайшее время планируется закупить беспилотники Акынжи и Аксунгур с еще более мощными боевыми характеристиками. Зачем Бишкеку понадобились беспилотники и как они могут укрепить боеспособность страны? Кыргызстан заявляет, что наращивание военной силы носит исключительно оборонительный характер, в том числе для охраны границ. В последние годы страна пережила несколько крупных приграничных вооруженных конфликтов, жертвами которых стали десятки мирных жителей. Мы ни разу за 30 лет не начинали конфликт с кем-либо, не захватывали чужие территории с оружием в руках. И впредь такого не будет. Но если будут попытки захватить наши территории, ответ будет жестким, говорил президент Садыр Джапаров. Первые беспилотники поступили на вооружение Кыргызстана осенью 2021 года. Президент сообщил, что Бишкек впервые за годы независимости из государственного бюджета купил летательные аппараты Байрактар TB2, которые уже зарекомендовали себя в зонах боевых действий в Украине и Нагорном Карабахе. Байрактар производится турецкой компанией Байкар, оснащен 4 ракетами и качественной видеотехникой, поднимается на высоту до 8 километров и может находиться в небе целые сутки. Осенью 2022 года на юге Кыргызстана открыли базу беспилотных летательных аппаратов. Власти страны не разглашают, каким количеством и видами дронов военные располагают на сегодняшний день. Но совсем недавно стало известно о планах закупить в Турции новые беспилотники Акынжи и Аксунгур. Это более крупные беспилотники с большими ударными возможностями. Акынжи по своим размерам уже сопоставим с полноценными истребителями, а Аксунгур имеет встроенный радар и продвинутую систему видеосъемки, что имеет критическое значение в условиях горной местности Кыргызстана. Количество и сроки поставок новых дронов не сообщаются. Покупку беспилотников руководство Кыргызстана объясняет тем, что ситуация в мире и Центральной Азии указывает на необходимость поставить надежный заслон посягательствам на суверенитет. По словам президента, ранее Кыргызстан получал старую технику в виде грантовой помощи из-за рубежа, но отныне государство будет закупать современную технику за счет собственных средств. Покупка турецких беспилотников, по словам экспертов, указывает на расширение военного сотрудничества между странами. Бишкек и Анкара даже обсуждают возможность открытия совместного оборонного предприятия на территории Кыргызстана. В постсоветские годы основным и практически единственным военным партнером Кыргызстана была Россия.